Любая техника у нас должна быть застрахована. Почему страхование у нас проходит? После этого проходит технический осмотр. Вот здесь задавался такой вопрос. И поэтому вопрос не меняет саму систему страхования и прохождения технического осмотра. Но есть пробел в законодательстве о том, что при продаже, при смене, то есть при смене владельца, происходит вроде бы как бы выпадание. И новый владелец вроде бы как бы не должен страховать. Он должен либо по старой страховке ездить, либо значит не страховать свою технику вообще. Законодательство предусматривает именно вот изменения в этом, о том, что при смене владельцев. Я это постарался объяснить, постарался сказать. Мало того, вот то, что были озвучены коллегами-депутатами, вопрос по поводу того, что как это страхование проходит, на комитете данный вопрос рассматривался. И мы рассматривали вопрос. Да, действительно, наша инспекция не всегда может выезжать в северные районы Улусы. Она может выезжать только 2-3 раза в год. Это и транспортная система, и это. Но, тем не менее, когда они отчитывались, они четко сказали о том, что мы будем увеличивать поездки на север именно для того, чтобы мы производили страхование. Мои коллеги-депутаты сказали о том, что да, действительно, здесь есть вопрос по поводу жизненной безопасности в данном. Я считаю о том, лично мое мнение о том, что вот этот закон, он именно дает дополнительные права на то, чтобы именно безопасность жизни наша была. Почему? Потому что при переходе собственника мы должны застраховать и пройти технический осмотр, именно самоходной техники. Сюда входят не только трактора, не только землеройная техника, но сюда входят и бураны, сюда входит и другая снеговая техника, которая есть. И это в первую очередь наша безопасность, наша жизнь. Действительно, значит, то, что правильно принято решение о том, что будет рассматриваться вопрос по поводу дополнительного. И мы будем смотреть, и вопрос будет не только касаться именно данной техники, как проходить страхование, но вопрос будет еще рассматриваться по поводу качества топлива, которое идет. Это вот сейчас уже мы разговариваем с коллегами-депутатами, и они вносят дополнительные предложения. Поэтому вопрос сегодня открыт, в первом чтении закон принят. Мы будем рассматривать вот в преддверии, значит, до 20 апреля дано времени. Мы после 20 апреля дополнительно внесем, но уже внесем с теми поправками, которые внесут коллеги-депутаты.